Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. С вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной, за то, что зашли на мой канал, что вы смотрите меня, за вашу поддержку в комментариях и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, о чем же он сожалеет. Да, в чем лежат его сожаления. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют мне то, что сейчас у нас скрыто, и ничего не будете узнать. Так, но он сожалеет о том, что вы от него отвернулись. Что его действия, либо наоборот его бездействие привели к тому, что вы от него отвернулись. Что между вами очень сильно испортились взаимоотношения. Что вы стали какая-то другая, холодная, требовательная, ну, либо даже надменная. Да, вы ведь все разные, у каждого по-своему отыграется. Как будто бы какая-то трещина произошла в ваших отношениях. Трещина, ну, либо раскол. Да, и так может отыграться. Его я сейчас вижу в компании какой-то другой женщины, которая его, ну, вот как лошадку, да, запрягла. Какая лошадка? Ослик, да. Он как ослик, такой рабочий ослик. Бессмертный пони, вот. И на нем катается. Так, сдается мне, девочки, что вы загадали мужчину несвободного. Несвободного. И вот он сожалеет, что по его вине, по его бездействию, по его неумению управлять ситуацией, принимать какие-то конкретные решения, ваши отношения сошли на нет. Об этом он сожалеет. Ну, как сам себе говорит, какой же ты тупой, да, какой же ты трусливый, ты побоялся, да, уйти там от этой женщины. Ты потерял любовь, ты потерял счастье. Кстати, и везение ты потерял, потому что вы, девочки, его заряжали невероятной энергетикой, которая приносила ему и удачу, и везение. Вас нет рядом, жизнь, все, потухла, потух весь цвет его жизни. Холодно, скучно, противно, одиноко, тяжело, вот, и болезненно. Это его сейчас реалии. А когда был с вами, да, на 7-м небе от счастья был. Вот так вот. Да, разница, как рай и ад. Вот. Сейчас он в аду, а был в раю, но побоялся, понимаете, побоялся остаться в этом раю. Девчонки, если мужчина ваш свободный, и вы сейчас вместе, это не ваша отсыпка. Здесь четко идет любовный треугольник и мужчина-трус. Вы мне простите, что так говорю жестко, но а по-другому и не скажешь. Он сам себя так называет. Он себе уши приделал заячьи, да, и хвостик пипочкой. Вот и все. Заяц, трус. Он побоялся принять решение. Он побоялся поменять свою жизнь. Он побоялся отказаться от каких-то мифических, не знаю, комфортных условий. Хотя ничего там комфортного в его жизни нет. Он рабочий ослик, рабочий пони, да, бессмертный рабочий пони, который какую-то женщину, нелюбимую женщину, тягает на себе, содержит, обеспечивает, еще там от нее кучу всего терпит. Был шанс, и ему высшие силы давали шанс. Вот тебе женщина, вот тебе ключ, да, от счастья, вот тебе прекрасная женщина. Не женщина, а мечта, муза, звезда. Что тебе еще надо? Бери, решайся и предпринимай какие-то вот действия, решения. Он не смог, он струсил, он спрятался. Знаете, как этот страус, да, голову в песок зарыл. Все, а что ты хотела, а как ты думал? Ну, понятно, что вы не будете бегать его добиваться. Зачем вам это надо? Вы такая красавица. Он щелкни пальцами, куча мужиков в очередь выстроится. Это точно. Вот, да, теперь сожалеет о том, что он трус, сожалеет о том, что он не сделал, не решился, побоялся. Об этом он сожалеет. Какая-то утопия. У него в жизни сейчас какая-то сплошная утопия. А эта женщина, которая рядом с ним, знаете, что мне напоминает? Этого серого волка, такого большого волка с большими ушами, зубами, что там, глазами. Такого волка напоминает. Ну что, попал.
А что теперь сделаешь? Ничего не сделаешь. Терпи. Так, о чем он еще сожалеет? Почему-то о возрасте своем сожалеет. Знаете, вот из серии «Был бы я помоложе, вот я бы решился», да, либо «У меня бы все было по-другому». Но это неправда, это неправда. Дело не в возрасте, дело в решительности, которой не хватает, существенно не хватает. Так, что касается вас, вам больно, обидно и противно. Конечно, у вас надежда еще теплится, но с каждым днем все меньше и меньше ее становится. Знаете, что у вас сейчас в рост идет? Чувство собственного достоинства. Когда вы на себя в зеркало смотрите и думаете, ну неужели я достойна именно такого, да, таких отношений, такого обращения к себе? Что за дела, да? Что со мной не так? Почему я это допустила? Почему я к этому пришла? Ну, вы начинаете себя любить, вы начинаете себя ценить. Это классно, это здорово. Значит, девочки, смотрите, этот мужчина еще собачкой придет в вашу жизнь. Даже не просто придет, приползет. Да, приползет собачка в вашу жизнь. Будет сидеть у ваших ног, что-то вам обещать, клясться в чем-то. Мало того, он еще вас, смотрите, птицами будет забрасывать, то есть он будет вам всякие послания отправлять, может быть, там курьеров с цветами, с конфетами, со всеми делами. Может быть, даже и денежные переводы будет присылать, будет покупать вашу любовь, да? Покупать ваше прощение. Но филин большой, он все равно остается, а это нехорошо, мои хорошие, нехорошо. Это как отношения ваши в тайне продолжают оставаться. Но к чему? К чему это все приведет? Ну-ка, я еще оракул возьму. Просто я не могу понять, что с ним не так. Вроде как понимает, да, понимает, где был неправ, понимает, что без вас хреново, с вами хорошо, без вас хреново. Да, будет делать какие-то шаги, там, вернуть вас, вернуть ваши отношения. Но филин – это же тайна, да, все оставить в тайне, все оставить шито-крыто, да, чтобы было так, как было. Зачем тогда это все? Что не так с этим мужчиной? Что с ним не так? Почему у него голова именно в том направлении работает? Что с ним не так? Но не может быть вот такой страх у человека. Ну, девчонки, картина маслом, он под чарами, он под приворотом находится. Это приворот. Вот как ни крути, это приворот. Смотрите, в тучах, в тумане у мужчины голова, потому что змея рядом с ним. Ну, а как по-другому? Приворот, девчонки, приворот. Его приворожили. Хорошо. Есть ли средства, как его вывести из этого туманного состояния? Да, ё-моё. Ладно. Да, такое впечатление. Да что ж такое, а? Девчонки, его там с корнями надо вырывать, да, от той женщины, забирать с корнями, и чтобы у нее не было доступа к нему, потому что она ему каждый раз что-то делает, поделки всякие делает, да. Здесь, пока он рядом с ней, вот кораблика и любви точно не будет. Ну никак, да. Здесь нужно вырвать его, вот косой вырубить с корнями, и открыть для него новую дорогу. Тогда удача улыбнется. По-другому не будет. Пока он рядом с ней, она ему что-то делает. Вернее, она ему сделала, делает поделы. Да, на поделах живет. Вот поэтому у него такая ломка. Вроде как головой понимаю, и да, буду приходить обещать, но при этом этот филин будет оставаться. Давайте еще так посмотрим. Стоит ли вам вообще бороться за этого мужчину? Ваш ли этот мужчина? Стоит ли за него бороться? Ваш ли он человек? Ну, вы с ним какой-то урок проходите. Очень сложный урок. Такой, знаете, на судьбу вашу влияющий урок.
Ну, давайте так, чтобы вы на меня сильно тут не обижались, я скажу, что это не ваш человек. У вас по судьбе совершенно другой мужчина, с кем вы счастливой станете. Совершенно другой. Этого мужчину вы летом встретите, либо где-то на отдыхе, вот где солнце прям шпарит, жарит. Там вы встретите мужчину. И с другим мужчиной я семью у вас вижу. А это так, знаете, сбоку припеку, искушение. Ну, опять же, карма, урок. Пройти урок. Да, какие мужики бывают. И как себя нужно уважать и ценить. Так, вам еще совет хочу взять. Звезда. Ну, вот звезда. Что? Ну, что? Звезда. Счастливая звезда. Семья у вас будет. Семья будет. Враги у вас есть, девочки. Враги. Вот, чтобы вы для себя знали. И за себя надо бороться. Девчонки, сами с собой враги не рассосутся, не исчезнут, не испарятся. За себя нужно бороться, девчонки. Боритесь, проводите чистки, убирайте негативы в своей жизни. Нет, ну опять вам идет, что вы будете, смотрите, одни и те же карты, да, только немножко в другом порядке. По судьбе вам быть в браке, причем в браке счастливым, с замечательным мужчиной. Враги. Враги. Да, кстати, не исключено, что эта женщина и на вас может делать. Не исключено. Но там больше были мыши, да, мыши у нас все-таки конкуренты, завистники, всякие там поганцы, да. Больше на такое похоже. Опять же, ваши тащить могут, да, чем-то вашим пользоваться. Вы очень хорошая, вы очень добрая, вы очень доверчивая, а вот такие мыши этим пользуются. Ваши тащат, растаскивают ваше счастье, растаскивают ваши возможности, ваши ресурсы. Девочки, надо быть более построже, наверное, и всегда выбирать себя. Охранять свой покой, охранять то, что имеем, не разбазариваться и более быть ориентированным на себя, на свое будущее. Там четко была рекомендация что-то предпринять, почистить, свое окружение прочистить, проредить, чистку сделать, да, энергетически почиститься и быть более мудрее. Смотрите, этот мужчина, он так и будет таскаться туда-сюда, будет очень сильно сожалеть о том, что он не с вами, но при этом все равно филин остается. Ключ от счастья, вот он. Мужчина, он просто не в состоянии ухватиться за этот ключ. Да, не ваш этот человек, не по Ваньке шапка, понимаете, тут уж ничего не поделаешь. А вам счастливой быть по-любому. Хватит тут обижаться, хватит ждать с моря погоды, да, все равно. Но давайте так, результата не будет. Я не вижу здесь результата. Вы можете на меня обижаться, писать мне что угодно в комментариях. Я вам говорю, как есть. Честно и прямо. Я не вижу здесь никакого результата. Эти отношения могут затянуться на года, на десятилетия. А результат будет прежний. Он там с ней, а вы тут одна. Да? Если вы выбираете себе такую судьбу, это ваш выбор. Если вы говорите нет, я красивая, я умная, и я достойна всего и сразу. Вот лето, отпуск, отдых, там, где вот прям самые солнечные, яркие дни, такие вот жаркие, там встретите мужчину настоящего для семьи, для брака, свою половиночку встретите. Здесь вот как вопрос уже решенный. Главное, чтобы вы выбирали себя, свое счастье и свою любовь. Вам еще, кстати, по судьбе много путешествовать идет. Много путешествовать, много где повидать, много чего интересного изучить. А может быть даже, вот у кого-то из девчонок отыграется, что вы где-то за границей будете жить и будете постоянно туда-сюда ездить, да, там, к родителям, к родственникам, просто в гости. То есть и возможность будет, да, летать как птица по небу. Все-таки самолеты – это дорогое удовольствие. И плюс какой-то новый, ранее недоступный образ жизни будете вести, да, гламурный, интересный такой. Денег много будет, денег. То ли сами заработаете, то ли мужчинка вам такой денежный попадется. Этого я вам не скажу, здесь не показали, но то, что вы в красивом платье, то, что вы с большим мешком под боком, это 100%. 100%. У вас вообще, видите, стрелки в обратную сторону пошли, в вашу сторону. То есть жизнь будет меняться.
меняться. Только вы должны быть готовы к этим переменам и разрешить эти перемены. А вот то, что вы испытываете к этому мужчине, это... ну, это ваша карма. Да, вы должны были это пережить, вы должны какой-то очень важный урок вынести. Вот, подумайте на досуге. Вы поймите, в чем урок, да, и карма это схлопнется, вы ее пройдете. Я вижу, что вам это по судьбе. Ну вот ключ над головой. А счастливой вы точно станете. Но не с ним, к сожалению. А может и к радости. Да? Девочки, не унывать, все еще впереди. И на этом мужике свет клином не сошелся. Поверьте, так оно и есть, и так оно и будет. Любите себя, научитесь любить себя и разрешите себе наконец-таки стать счастливой. И все будет замечательно. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.